Здравствуйте! Вы смотрите программу «Якутия в деталях», проект «Мой доктор». С вами Иван Луцкан. Сегодня у нас очень важная и полезная тема. Она связана о том, как сохранить здоровье, энергию, жизненный тонус в условиях современного ритма в жизни. И у нас сегодня в гостях врач физической и реабилитационной медицины, врач-невролог Республиканской клинической больницы номер 3 Ирина Розенькова. Она рассказывает о том, как правильно заботиться о себе, о том, как контролировать и переносить те физические нагрузки, на которые сейчас испытывает наш организм, предотвратить все болезни и быть в очень хорошей форме. Добрый вечер. Да, здравствуйте, Ирина Сергеевна. И возможно ли это вообще в современном мире? Вот так, чтобы оп, и все решить одним махом? Или нужно приложить усилия? Сохранить здоровье самостоятельно, да, в наших условиях с нашим ритмом жизни довольно-таки сложно человеку без базового медицинского образования, поэтому помощь специалистов, она нужна. Мы занимаемся третьим этапом медицинской реабилитации в условиях Республиканской клинической больницы номер 3. У нас амбулаторное отделение медицинской реабилитации, и с помощью мультидисциплинарного подхода мы подбираем пациенту тот уровень необходимый, да, нагрузок, составляем индивидуальный план медицинской реабилитации и помогаем в дальнейшем уже заниматься дома самостоятельно. Вот как в целом сейчас организована медицинская реабилитация в стране, ну, там у нас в республике в частности? Ну, вообще, начнем с определения, наверное, да, что медицинская реабилитация — это комплекс мероприятий медицинского и психологического характера, да, который направлен на восстановление, компенсацию утраченных функций организма, да, предупреждение инвалидизации, да, сохранение работоспособности пациента, его социальную адаптацию в обществе, да, интеграцию. Вот. И у нас вообще существует 3 этапа медицинской реабилитации. Первый этап, он осуществляется в медицинских учреждениях, оказывающих специализированную, ну, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь. Да. Получается, это острый и острейший периоды заболевания, травм. Данный этап, он проводится по различным профилям, да, то есть это может быть анестезиология, реаниматология, это может быть отделение неврологии, нейрохирургии, кардиологии, кардиохирургии, да, онкологии тоже, да, вот развивающийся этап реабилитации. Реабилитация начинается с первых суток, и продолжительность ее на первом этапе реабилитации не менее 1 часа, но не более 3 часов. Второй этап, он уже осуществляется в медицинских организациях, где есть отделение медицинской реабилитации, да, то есть это отделение соматической реабилитации, отделение реабилитации при патологии центральной нервной системы, периферической нервной системы, да, отделение кардиореабилитации и так далее. Здесь пациенты поступают как в острый, так и в ранний восстановительный период, да, и также период остаточных явлений тоже может быть. Да. Здесь, получается, пациент получает реабилитацию не менее 3 часов, да, ежедневно не менее 3 часов. И третий этап реабилитации — это в условиях амбулаторных уже, да, проводится дневной стационар медицинской реабилитации, либо амбулаторное отделение медицинской реабилитации при поликлинике. То есть пациент приходит и уходит, да, каждый день. Реабилитация здесь может быть не менее 1 раза в 48 часов, и занимать она должна не менее 3 часов. Это периоды, получается, подострые уже, да, периоды остаточных явлений, также хронические заболевания, да. Вот. Ну, по показаниям, вот какие медицинские реабилитации? Показания очень обширные на самом деле, да, вообще. Противопоказаний к медицинской реабилитации нет. Медицинская реабилитация показана всем пациентам, есть временные ограничения. Да? Показания очень большой перечень, начиная с заболеваний центральной нервной системы, да, это инсульты, это травмы, да, спинальные травмы, травмы центральной нервной системы, это заболевания периферической нервной системы, такие как мононевропатии, полиневропатии, да, невралгии различные, тройничный нерв, лицевой нерв. Да. Это огромная группа
костно-мышечной патологии, да, то есть здесь просто огромный перечень, контрактуры, травмы, переломы, да, различные вот какие-то болевые синдромы, да, вследствие травм. Вот. И соматическая реабилитация, конечно, кардиореабилитация, да, и по онкологическому профилю, да, тоже показаний очень много. Вот. Ограничения — это какие-то вот острые состояния, да, получается, острые респираторные вирусные инфекции, повышенная температура тела, да, допустим, там какие-то риски тромбоэмболических осложнений, да, допустим, у пациента, которые на данный момент нам ограничивают мероприятие. Вот. И очень большой фактор — это мотивация пациента, то есть при отсутствии мотивации то и результат будет соответствующий. результат будет соответствующий. Что бы ни делала мультидисциплинарная команда, результата не будет. Поэтому очень важна работа психологов, клинических психологов. То есть даже хронический болевой синдром у пациента — это повышенная тревожность, повышенная депрессия, да, и вот эти ограничения, они сказываются на проведении реабилитационных мероприятий. Психологи нам очень помогают. Вот. Елена Сергеевна, а вот что касается работы вашего амбулаторного отделения при клинической больнице номер 3 республиканской, вот как туда попасть и какая должна быть нозология? Вот чем вы непосредственно занимаетесь? Так, ну, перечень именно нашего отделения, он обширный, то есть у нас нет определенного, да, что мы занимаемся только патологией там, центральной нервной системы. У нас общий перечень, то есть это травматология, ортопедия, это неврология и поражение центральной и периферической нервной системы, это кардиореабилитация, это онкореабилитация, да. Вот. Поступают пациенты по направлению как врачей общей практики, терапевтов, да, так и врачей узких специалистов. Да, это неврологи, ортопеды, травматологи, хирурги, отоларингологи, да, вот врачи-онкологи. Они направляют пациента по РТ-МИС, да, то есть направление идет электронное. В этом плане для пациента очень удобно, то есть ему ничего с собой приносить не надо, он приходит, у него все уже есть. Вот. И получается, направители с других медицинских организаций, да, не наше прикрепленное население. Здесь запись идет через телемедицинскую консультацию, также через РТ-МИС, либо мы принимаем по вот, единый центр поддержки и сопровождения пациентов, система «Медведь». Вот. А вот все-таки преимущество физических упражнений над медикаментозным лечением, вот в чем? Вообще, именно преимущество заменить медикаментозную терапию физическими упражнениями точно нельзя. То есть вообще огромный положительный эффект, конечно, оказывают именно физические методы реабилитации. Да, это улучшение работы сердечно-сосудистой системы. То есть у нас учащается сердцебиение, у нас улучшается микроциркуляция, улучшается кровоснабжение. То есть движение — это жизнь. То, что не двигается, то не получает питание, да, соответственно, развиваются вот дегенеративные процессы, да. Вот. Улучшение нервной системы, да, то есть выработка нейромедиаторов. У нас серотонин, да, и другие нейромедиаторы, которые улучшают эмоциональный фон пациента, которые улучшают его сон, да, и так далее. То есть влияний положительных много, но базовая терапия, она должна идти. То есть есть базовая терапия артериальной гипертонии, да, каких-то нарушений ритма, антикоагулянтная, дезагрегантная терапия. Здесь физическими упражнениями мы никак не заменим базовые жизненно необходимые препараты для пациента. Вот. А вот что, ну, допустим, если я сам захочу заниматься, да, лечебной физкультурой, какие-то занятия, тем более амбулаторное посещение, оно подразумевает и домашнюю работу над собой, да? Вот где важна техника выполнения упражнений? Вот что необходимо соблюдать? Так, техника, конечно, очень важна. Консультация профильного специалиста, она обязательна. То есть человек должен определиться с целью, на какую область мы работаем, что мы хотим, да, от данного этапа. Цель реабилитации, она всегда обсуждается с пациентом.
она всегда индивидуально, специфично, измеримо, достижима. Да? То есть мы определяем цель во времени. За период реабилитации, что мы можем достичь, что мы можем предложить и чего пациент хочет сам. Да? Вот. Также есть красные флажки, да, при занятиях в домашних условиях, да, то, что пациент должен следить за дыханием, за пульсом. Да, мы высчитываем индивидуальные резервы, да, пациента, то есть выше какой частоты сердечных сокращений мы не должны допускать. Да, пороговая частота есть. Вот. Усиление болевого синдрома, да, в домашних условиях тоже вообще лучше, когда это проходит под присмотром именно специалиста по физической реабилитации. У нас есть телемедицинские консультации, да, то есть после выписки пациента мы ведем его с помощью телемедицины. Мы звоним, мы смотрим на технику выполнения упражнений, да, мы контролируем нагрузку удаленно. Это очень удобно в современных условиях. Вот, очень такие большие возможности. А вот есть все-таки некоммерческий сектор, с которым вы наверняка взаимодействуете, в различные общества, в том числе и медицинская реабилитация. Вот какие вы проекты вместе с ними реализуете? Да, у нас есть наш партнер. Это Якутское республиканское общество специалистов по медицинской реабилитации. Так, значит, оно занимается вообще функцией данного общества очень много, да, начиная от первичной специализированной аккредитации специалистов, это врачи физической и реабилитационной медицины, да, это инструкторы-методисты по лечебной физкультуре, более 70 специалистов по физической и реабилитационной медицине прошли аккредитацию на базе Северо-Восточного федерального университета вот, с помощью данной аккредитационной комиссии. Вот, председателем общества является Никаноров Владимир Николаевич, да, ну и специалисты. Как бы помощь идет методическая. Мы выезжаем в улусы, оказывая методическую помощь. Да, это различные лекции, различные семинары, да, это межведомственные какие-то взаимодействия, да, между другими организациями. Да, мы делимся своим опытом, и мы принимаем опыт других коллег. Да, и наши проекты — это, конечно, вот то, о чем хотелось бы рассказать. Вообще реализованные у нас, получается, 3 проекта. Первый проект, он уже завершенный. Это проект, поддержанный Алмаз-Аргейн-банком. 30 добрых дел. Да. Здесь у нас были интерактивные технологии Game Rehab. То есть с БОС прикреплялся датчик на пораженную мышцу, скачивалось приложение на смартфон, и пациент просто сидел и управлял рукой как джойстиком, да, то есть в виде игры. Пациентам всегда нравится такой подход. Немножко. Да, вот. И второй проект у нас, получается, этноигротерапия в реабилитации, который реализуется лечебно-реабилитационным центром. Да, там, получается, идут якутские настольные игры на тренировку координации, моторики, как раз что необходимо для пациентов вот преклонного старческого возраста и пациентов, перенесших острые нарушения мозгового кровообращения. Да, когда страдает кисть, страдает вот парапарез, да, гемипарез и так далее. Вот. И большой проект наш, реализующийся на данный момент, это тренировочная комната для молодых людей с двигательными и ментальными нарушениями, которая поддержана фондом президентских грантов. Сумма гранта была около 1 000 000 рублей. Проект был направлен на создание специального оборудованного пространства для обучения и тренировки навыкам самообслуживания, ведения быта, коммуникации, да, и социальной интеграции с помощью специалистов по медицинской реабилитации. Целевые группы нашего проекта были молодые люди, возраст от 18 до 35 лет, и также родственники молодых людей и сопровождающие. Да. Вот. Мы создали среду
тренировочная квартира, да, то есть есть все оборудовано полностью мебелью, да. У нас такой вот комплексный подход получился, и социальный, и психологический, да, и самое вот у нас как бы система «Умный дом». Да, оборудован системой умного дома от Яндекс. То есть с помощью голосового помощника молодые люди учатся управлять приборами. Включение-выключение электроприборов, да, закрытие, открытие штор, изменение освещения в комнате, на кухне, да, это приготовление, навыки приготовления пищи для пациентов. Мы разработали технологическую карту блюд, потому что многие имеют расстройство аутистического спектра, где важно все пошагово, да, то есть мы используем карту блюд, мы используем визуальное расписание, то есть это все успокаивает пациентов, да, это все дает программу, да, то есть с чего мы начинаем и чем мы заканчиваем сегодня, когда мы идем домой. Вот, приготовление — это у нас самый такой любимый процесс, да, все активно участвуют. Также мы ходим именно по интеграции, да, их в театр юного зрителя, в цирк Сергея и Марфа Расторгуевых, да, государственный цирк. Вот, ходим различные вот интерактивные площадки, да, у нас как бы интерактивные заключительные мероприятия. Это интерактивная площадка. Да, таких мероприятий у нас 3. 2 уже успешно проведены. Вот. Вообще большое спасибо хочется сказать партнерам проекта. Это непосредственно Республиканская клиническая больница номер 3, без которой многого бы не было, да, то есть это огромная помощь в предоставлении помещения, в ремонте помещения, да, это приобретение умных колонок. Вот, за счет гранта мы приобрели мебель, адаптированную мебель, да, стол с изменяющейся высотой, что очень важно для опорников. Вот, оборудовали кухню. Также партнерами проекта являются Министерство труда и социального развития, Министерство здравоохранения Республики, да, и центры, реабилитационный центр «Особый ребенок» также является партнером проекта. Большую благодарность хотела бы выразить им. Вот. Так пациенты, благополучатели проходят полный курс реабилитации в нашем отделении, то есть составляется индивидуальный план медицинской реабилитации, и помимо каких-то приобретения бытовых навыков, да, интеграции в общество, они проходят курс реабилитации по нозологии, да, то есть это может быть детский церебральный паралич, это могут быть расстройства аутистического спектра, да. Здесь идет работа психологов, то есть психологи у нас работают и с благополучателями, с детьми, и с родителями. С родителями очень большая работа ведется, потому что идет эмоциональное выгорание, да, когда появляется в семье ребенок с какой-то патологией, да, идет сначала у нас отрицание, принятие, да. Это очень важно, потому что мы теряем время. Важно понять, что данная категория пациентов, она должна адаптироваться к условиям среды. То есть мы полностью купировать болезнь не можем, мы можем адаптировать его, чтобы он жил самостоятельно, чтобы он готовил пищу, чтобы он одевался, да, элементарные бытовые навыки, чтобы мы могли ходить в магазин, покупать, планировать покупки, покупать, да, готовить. Это очень важно. Вот. С родителями ведутся групповые занятия, индивидуальные занятия.
Ну, вот вы поблагодарили тех, кто вам помогает. Я хочу поблагодарить вас, что вы нашли время, подошли к нам сегодня в студию. Я хочу напомнить, что у нас был врач физической и реабилитационной медицины, врач-невролог Республиканской клинической больницы номер 3 Ирина Сергеевна Розенкова. Мы говорили о медицинской реабилитации, которая проводится на базе Республиканской клинической больницы номер 3. О каких методах сейчас применяются активно, какой эффект от них, кто может попасть, какие условия. Поэтому думаю, что эта тема весьма интересно, потому что для медицинской реабилитации нет абсолютно никаких границ, есть только временные ограничения для того, чтобы достичь в последующем положительного эффекта. Поэтому еще раз спасибо. Но мы не прощаемся и продолжим эфир через несколько минут.